Он такие просто. Они поворачивают и выигрывают. Мы выступаем за честные выборы и не видим различий между одними белорусами и другими. Если бы выборы были честны, никто бы и на улицу не выходил. А так, как видите, никто не верит этим выборам. Насколько нас много и насколько мы возмущены. Я за мир, я за то, чтобы я и мои дети могли просто свободно дышать. Вот тот народ, тот дух, который сегодня я прочувствовала, это до мурашек по коже. Я чувствовала свой народ. Я чувствовала, что мы едины, что мы мирные, что мы светлые. И я очень-очень надеюсь, что это наше будущее. Калі раней у меня сумны настрой был часова, думаю, сколькі ж год так і памрэ пад гэтай дыктатурай фашыстоўскай, антынароднай, антынацыянальнай нашай улады. А цяпер з 9-го, як я бачу, сколькі людзей выходзіць супротыў, то у мяне 100%, 100%, што народ пераможа і фашыстоўская ўлада пакіне нашу дзяржаву і можа пакіне весь мир. Уважаемые граждане, не выходим на проезжую часть. Освобождаю проезжую часть для движения общественного транспорта. Патрэбны перамены. В гэтай стране я хочу, каб моя дачка жила ў гэтай стране. І я хочу жыць у свабоднай краіне. Мы ждем перемен. То, что в нашей стране не должно быть насилия, которое было с 9 по 12 число, которое
наши силовики применяли к нашим гражданам. Но это стыдно должно быть им. Вот. А хто такі яйцеголові? Ну, айтишники. Хто так сказав? Ну, наш президент, бывший президент. Первое – это новые выборы. Чому? Те выборы, которые прошли, это не выборы, это позор. Конечно, живе Беларусь. Очень насущная тема. Россия, помоги народу, если хочешь, а лучше не вмешивайся. Зачем помогать диктатору? Настоящий президент должен уважать и любить свой народ. Иначе не может быть. Ну и последнее. Лукашенко, уходи. Живе Беларусь! Уважаемые военнослужащие, я хочу, чтобы этот народ, который здесь собрался, ответил вам на один простой вопрос. Спасибо.